днях 1 декабря утверждена новая вакцина против мыта лошадей в Россельхознадзоре как лекарственное средство. Этот препарат используется для профилактики мыта лошадей, болезнь, которая распространена по всей Российской Федерации и по всему миру. Но в Российской Федерации против этой инфекционной болезни не было вакцины. Мыт лошадей, это по-якутски хаваркагет, распространен во всех наших коневодческих хозяйствах. Это поражается лимфатические узлы, в первую очередь головы. И гнойное поражение, абсцессы выделяется через носовую полость или вскрывается по челюстном лимфатический узел. Оттуда вытекает гной. Гной вытекает, это заболевание, период ноябрь, декабрь, январь, февраль. Это пик заболевания мытом лошадей. Вы представьте, 50 градусов мороза минус и гнойное поражение лимфатического узла, как у людей есть гнойный стрептококк, который вызывает ангины. Мы с сотрудниками лаборатории ветеринарной биотехнологии выделили и идентифицировали 6 штаммов мытного стрептококка. Из них штамм Streptococcus equi N5.1 прошел все комиссионные испытания. Далее этот штамм депонирован в российской коллекции микроорганизмов. И этот же штамм депонирован в международной базе данных NCBI. На основе этого штамма мы разработали вакцины против мыта лошадей. Эта вакцина инактивированная и в своем составе имеет иммуномодулятор на основе штамма Bacillus subtilis CMP3. Эту работу мы начали с 2017 года. Сначала мы выделили штамм мытного стрептококка, идентифицировали. И далее, после этого мы разработали технологию изготовления вакцины против мыта лошадей. Эта вакцина не имеет аналогов в России. Самое сложное было выделение микроорганизма. Работа начинается с посева биологического материала на питательные среды. И из выросших культур надо найти ту самую культуру, тот самый микроорганизм. Клинические испытания длились где-то 2-3 года. До этого мы делали доклинические испытания на лабораторных животных. Считаем, что мы идем впереди нашей медицины и думаем, что следующее исследование должно было быть влияние мытного стрептококка на здоровье человека. К сожалению, этот вопрос остается открытым. В настоящее время эта вакцина утверждена Россельхознадзором, утверждена инструкция по применению этой вакцины, и будем производить на базе нашего производственного цеха данную вакцину и будем поставлять во все субъекты Российской Федерации, и в том числе и за экспорт, это Монголия и Казахстан. С Монголией мы договариваемся, чтобы у них организовать производство в Монголии. Вакцины мыта лошадей разрабатывали и раньше, но не получалось. Почему не получалось? Потому что компоненты мытный стрептококк присутствовал, но не было иммуномодуляторов. А мы включили на нашу вакцину иммуномодулятор. Заболевает у нас 60% жеребят каждый год. Падеж от мыта лошадей составляет от 4% до 22%. 4% это когда протекает только мыт, а если мыт осложняется еще иринопневмонией, которая у нас распространена по всей нашей республике, то падеж при этом случае бывает 22%. Это очень большой ущерб. Об этом знает наша ветеринарная служба, об этом знают наши коневоды. А производством должно заниматься наше Министерство сельского хозяйства, наш департамент ветеринарии и технологий. Это наш подарок нашей республике, нашей Российской Федерации.
в году науки и технологий.